Продолжим выпуск. Ни одно застолье в Казахстане не обходится без пышных и румяных баурсаков. И казалось бы, что можно придумать нового в рецепте приготовления этого любимого национального блюда. Но Жанар Канафина побывала на фестивале Баурсак Фест и убедилась, в фантазии мастеров нет границ. Фестиваль Баурсак Фест проводится в Алматы 5-й раз. Его можно считать по-настоящему уникальным событием для города. В этом году он приурочен к Международному дню хлеба и Международному дню повара. Это хороший повод для обмена опытом и рецептами приготовления самого популярного блюда казахской кухни. Есть несколько разновидностей баурсаков. Есть баурсаки и с начинкой также делается. Есть по формам они отличаются, по вкусу, по рецептуре, по технологии приготовления. Но основной смысл – это как раз-таки сохранение и продвижение, популяризации нашего бренда Баурсак. В Баурсак-фесте принимают участие 5 городских колледжей и 1 областной. Соревнуются между собой не студенты, а мастера производственного обучения. На суд жюри будет представлено 3 вида баурсака – классический, авторский и щи-баурсак. Щи-баурсак, так как у нас казахский народ является кочевым народом, так, чтобы она долго не испортилась, наш народ решил такие бездрожжевые баурсаки сделать. Казахи испокон веков уважительно относились к хлебу, а баурсак стал для нашего народа настоящим символом гостеприимства и даже национальным кодом. Баурсак – это вообще, когда слово баурсак произносят, сразу думаем о своей национальности. Это наше национальное блюдо, поэтому сразу такое вкусное. Если с рецептами классического и щи-баурсака все более или менее ясно, то при изготовлении авторских баурсаков педагогам пришлось дать волю своей творческой фантазии. Например, вот эти бургер-баурсаки сделаны специально для детей, которые не едят мяса и овощей. А баурсаки с красной и черной икрой требуют особой сноровки в приготовлении. Еще одна задумка из тыквы. Я замесила тесто на тыквенном пюре. Добавила молоко, маргарин, немножко соль, сахар, дрожжи и замесила. Получается, сделала такие шарики, потом помазала эти шарики медом, сверху посыпала тыквенными семечками. Пока одни мастера готовили баурсаки, другие накрыли дастархан домашними заготовками в виде целых тематических инсталляций на тему джайляу, дружбы народов, представив взору жюри фигурки из теста, мучные изделия народов Казахстана и предлагали отведать кумыс. Жанар Канафина, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал Евразия.